Очень многие думают, что если, допустим, они не платят алименты, там ребенку исполняется 18 лет, и долг исчезает, долг никуда не исчезает. Просто закрывают исполнительное производство, потому что ребенку исполнилось 18 лет, а долг будет висеть. Если вдруг боец погибает, то долги все списываются, то есть списывается ипотека, списывают кредитные долги, алименты остаются, и вот эти алименты будут выплачивать те, кто вступит в наследство. С той суммы, которую они получат, они выплатят долг, который скопился за 18 лет. Та сумма, которая выплачивается за гибель, она выплачивается членам семьи. Эту сумму трогать нельзя, она не облагается налогами, за нее не списывают долги, ничего. То есть эта сумма как была, так и есть. Но у бойца есть другое наследство. Угу. То есть вот эта вот сумма, которая выплачивается, мы ее в наследственную массу не берем. С нее даже 13% НДФЛ не высчитывают. Она вообще неприкосновенная. Допустим, там машина, там дом, квартира, автомобиль, либо деньги на счетах. Вот это вот имущество, оно будет считаться, что раз они его приняли, то долг по алиментам распространяется на всех членов семьи, которые вступали в наследство.